O'zbekiston Respublikasi. В связи с 32-й годовщиной независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 286 осужденных. Из числа помилованных 109 полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 116 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно. Наказание 25 лицам заменено более мягким. Кроме того, 36 осужденным сокращены сроки наказания в виде лишения свободы. Среди помилованных 39 женщин, 22 мужчины старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций. Стоит отметить, что с момента прихода к власти Шавкат Мирзиёев объявил о реформе, в том числе и в судебной системе страны. Он не раз публично критиковал методы силовых структур по борьбе с инакомыслием во времена Каримова и даже освободил тысячи заключенных, обвиняемых в участии в различных религиозных и политических организациях. Но несмотря на это, в Узбекистане продолжаются преследования по религиозным и политическим мотивам. Rus tili fanida imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek, imtihondan chiqarib yuborilgan. В отчете Комиссии США по международной религиозной свободе USCIRF от 13 октября 2021 года о религиозных и политических заключенных в Узбекистане говорится, что несмотря на освобождение тысяч заключенных с конца 2016 года, когда в стране сменился президент, более 2000 человек остаются в заключении по расплывчатым и чрезмерно широко интерпретируемым обвинениям, таким как попытка свержения конституционного строя, хранение запрещенной литературы или членство в запрещенных группировках. Отчет был подготовлен на основе данных правительства, бесед с чиновниками, лицами, недавно освобожденными из тюрем, правозащитниками и родственниками нынешних заключенных, а также судебных документов. Это больше, чем все религиозные заключенные во всех бывших советских республиках вместе взятых, и один из самых больших показателей в мире, говорится в отчете. В Узбекистане, как только вы заканчиваете свой срок, вам могут, если вы политический узник, вам могут добавить дополнительный срок. В докладе отмечается, что тысячи узников совести в Узбекистане лишены свободы уже более 20 лет, что является одним из самых длительных в мире приговоров за религиозные убеждения. Нередко в тюрьму по обвинениям, связанным с религией, попадают несколько членов семьи из разных поколений, пишут авторы отчета. Огромное количество религиозных заключенных было осуждено только по обвинениям в членстве в запрещенных религиозных группах, без доказательств о причастности к насилию, сообщает USCIRF. Те политические узники, которых бросил в тюрьмы предыдущий президент Каримов, они выходят по мере того, как заканчивается срок. Но они не выходят по такой, на основе того, что их вина была не доказана, или правительство, или государство просит их извинений у них. То есть новая власть играет свою игру.